меня хорошо? Да. Да? Марка подошла. Угу. Ну, у вас, видите, у вас не гарнитура даже, может быть, это еще влияет. Так, суку, это учком гурте ужмес. А дичкоде? Угу. Сейчас я как раз дописывала вам домашнее задание. Начнем с конца, так сказать. Так. Позже. Не ту, что с план Йосмы. Сегодня очень много планов. Значит, мы сначала... Дечбур, Валентина Юлия. Вот. Значит, да, Куцком. Значит, сейчас посмотрим гурте ужмесучком. Предложение Остебергтонова. Собереучком корон немьосты. Обнаружила, что у меня в прошлой презентации было неправильно написано деепричастие. Деепричастие будет корон щам, да, а причастие корон ним, потому что ним это имя, да, причастие это отглагольное имя, а корон щам это деепричастие, как бы щам это традиция, образ действия, то есть деепричастие это же образ действия, как. А причастие это скорее относится к имени определения. А можно я отвлеку немножко, Оль? Наречие. Оля, а ты сейчас не включила случайно эту демонстрацию экрана или еще рано? То мне что-то я... А я вроде включила демонстрацию, Нет. вы не видите, да? Нет, я тебя вижу. Видим, Сейчас я Юля. вижу, сейчас тебя вижу. Нет. До этого было, да. Нет, Вот. было. Юль, Да, видишь? вот презентация. Может, Нет. а ты видишь нас или что ты видишь? Вас. Ну, может, тебе надо на что-то кликнуть, чтобы у тебя... Так все видят или я одна вижу только? Я вижу презентацию. Я Я вижу. Только ты не видишь презентацию. Блин. Ну сейчас я тогда выйду, зайду по новой. Может, из-за этого. И зайди. Давай. Так, давайте я запишу, чтобы... О, ты пойдешь на концерт, точно, все вижу. Тёма, Мак, Надя, чтобы вас вызывать к доске. Ага. Тёма, Мак, Надя, Маша, Юля. Правильно? Да. Правильно. Нет? Что нет? Все равно я тебя только вижу. Ура! Тёма, отлично. Так, ну как раз, Тёма, для тебя предложение давай. Я пойду. Я пойду. Перевод А. закончен. Тоника, концерт Минода. Угу. А мне по-другому. Давай, Юля, как? Тони Колен, концертаз. А это и Тоника это собственное имя. Наверное, Это они концерт сами его все-таки. Ой, придумали. Что? Тут, в принципе, можно было два варианта. Еще раз, Тёма, твой вариант скажи. Тоника, концерт Минода. Неправильно. Если ты второй вариант выбираешь, не как у Юли, то ты куда пойдешь? Ты пойдешь на концерт? Концерт-ленд? Нет. Таз. Как у нас направление движения? То есть концерт куда? На концерт. Пусть он даже не чей, а просто концерт. Вот я еду, я иду куда? Направление движения. Да, вспоминай, смотри, у нас вот эти локальные падежи, 3 локальных падежа, которые чаще всего используются, да. У нас есть падеж статики, статика, то есть где. Это Статика. кытыч, вот это? Правильно, Да. да. То есть, когда ты на концерте, он концертин, да, но когда ты едешь или идешь на концерт, то как это будет? Концертат. На твой концерт, а если просто концерт? В Удмуртию на концерт. Смотри, в вопросе, Он Вот сдержаться может- не подсказать. Звук выключен. да, и здесь Мгм. будут суффиксы Точно. е, ой, простите, е, ы. И кытыш самый легкий, да, не самый, но
простое склонение. Вот концертас, концертад – это все притяжательное склонение. В удмуртском языке два склонения. Простое склонение, когда нет притяжательного суффикса у существительного. В слове концерт нет сейчас притяжательного суффикса, поэтому мы его посмотрим сейчас как простое склонение. Вот ты хочешь сказать концерты к тонике, да, просто, ну, давай скажем просто на концерт. Ты пойдешь на концерт, вот представим, что здесь нет тоники. Все. Тебе надо сказать, куда, направление движения. Ты выбираешь вот этот падеж. Тебе же надо, удмуртский язык это не, ну, даже в английском там бы предлог поставили, да, то есть человеку, собеседнику надо понимать, как ты к этому концерту относишься. Ты с него идешь, туда идешь, или ты на нем уже. То есть надо поставить какой-то знак твоего как бы отношения к этому объекту. Вот, и в связи с этим, если ты идешь туда, то если это простое склонение, если концерт просто концерт, да, то ты выбираешь вот из этого спектра Е, И. И бывает реже. То есть Концерты? Концерты, правильно. Аллилуйя! Да, а я иду с концерта. Все, концерт закончился. Я иду домой с концерта. Кыжелос. Какой Да. супер. Это Артему вопрос? Или всем? Угу. Артема, Юля, я тебе даже постыжусь уже такой вопрос задавать. Но Я иду с второй год. концерта. С концертин. Нет, концертен. М-м. Чё? Концертин ты сейчас на концерте. Это статика. Удмуртшая рынок. А откуда Тёма. движение? Мы держим за тебя кулаки. Давай, осталось немного вариантов. Ты нас У тебя последний вариант, да? Концертыщ. подсказываешь. Браво. Как сказать, я в деревне. Как сказать, я в деревне. Монкуртам. Да, правильно, я у себя Я в дома. моей деревне. Монгуртам, в моей деревне, да? А если просто в деревне? То есть тебя спрашивают, ты в Абстрактной городе или в деревне? Чего? Если тебя просто спрашивают, ты в городе или в деревне, то есть тут не про мою идет речь. А, Ты хорошо притяжательное склонение отработал, но есть еще простое склонение, то есть когда нет этого притяжательного суффикса, когда просто деревня. То есть я в деревне, все, без своей. это что, вопрос? Чужой, да. Это Тебе надо ответ. сказать, я в деревне. А, Монгуртын. Шо не? Я живу в России, как будет? Мон Россияен Улычко. Угу, Мон Россиянин или Россиянулочко. Я А из как вот я живу в моей России? Россияям. Во. Я. Россияям. Или Россиям. Россиянулочко. Так Россия. как-то лучше, да. Так, а как сказать, вот ты, например, за границей и общаешься по-удмуртски. Я из России, как сказать, я из России. А кому задают вопрос? Тёме, пока Тёму мы не добьем, не Они пойдём. тебе постыдились уже задавать эти вопросы. Я поняла, Тёма что-то молчит. Ну, Я тормози. думаю, потому Удивляюсь. что Мон Россиевич. Шонер, я из России, да, направление движения откуда, то есть соответствует русскому из. Вот это «ищ» соответствует русскому из. А «эе» – это вопрос «куда?». Да, я еду во Францию, как ты скажешь? Мон Франциям? Что-то нет, В фигня мою какая-то. Францию, в мою Францию ты едешь. Ты говоришь, Ну, может быть, он Франция, моя Наполеон. Франция. Точно. А если просто? Мон Франция Мыно? Да, я поеду во Францию. Умой. Ну, вроде бы. Чуть-чуть, да?
Так, ну давай теперь, то есть два варианта здесь может быть. Может здесь быть как бы концерт тектоники, как принадлежность к тектонике, а может быть как название концерта. Угу. Поэтому еще раз, как ты сказал здесь? Я сказал тон эктоника концерт Минода. Теперь ты уже знаешь исправленный вариант, свой вариант дополни. Эктоника концерт это не по-удмуртски. Тихо, тихо, тихо. Да. Тон эктоника концерте Минода. Шонер, это может быть один вариант. И второй, как сказала Юля, да? А эктоника лэйш не пойдет здесь, кстати? Нет, там не аккузатив, потому что. Да, только в том случае, если объект в аккузативе, а здесь притяжательное склонение, локальный падеж, входный, да, то есть в таком случае не будет срабатывать. Нет, а если эктоника лэйш концерте, если концерт не поставить в притяжательное склонение, то эктоника лэйш концерте Минода? Нет, вот эктоника лэйш будет в том случае, если бы концерт был в аккузативе. Например, ты любишь концерт эктоники? А, вот так, все, Да. Баламон. И второй вариант, как сказал Тёма, эктоника концерте Минода, то есть здесь будет иметься в виду, что название концерта, скорее всего, эктоника, а не они устраивают, то есть не они владельцы. Мой. Марк? Во сколько ты вышел из дома? Коняча сын, тон, коркачат, потид. Угу. Корка – это вот прям дом, как здание. А Да. здесь ты покинул Гуртад, дом. гуртад, дом. гуртад, Дурыш. потид. Нет. Дурыштыд. Да, Гуртыштыд Дурыштыд, да, кстати, вы тоже, можете сказать в северных районах Коняча-Се или Коняча-Сын, тон Гуртыш потит или Гуртыштыд потит, да? Гурт – это северный вариант для дома. Да, гуртыштыд, Южный вариант дорыштыд. у нас либо дорыштыд из твоего дома, либо дорыш из дома. Да? И здесь, соответственно, часы и часы абсолютно аналогичные конструкции. Предпочтение опять диалектное. Час-сын более южный вариант, час-се более северный. Угу. Ну, татын ваним из Валамондер. Здесь, наверное, все понятно, тут ничего сложного такого не было. Ну, а коркачат-то здесь нельзя сказать все-таки? Нет. Ну, если вы хотите сказать через прям дом, да, коркаш потит. Тут если, например, выясняют следователи, а во сколько вы именно из дома вышли, а не с территории Не из двора. сарая. Да, коркаш потит. Ага. Да, коркаш, то, что вы произносите звонко, это уже сразу меняется слово. Коркаш – это сени. Ага. Буквально перед домом, да, аж – это у нас Аж, да, перед. аж это перед домом, ясно. Угу. То же Угу. аж – это предхлевник. Мгм. Не знаю, как есть такое русское слово или нет. Угу. Мой. Возьмите меня с собой, Надя. У нее микрофон отключен. Я, Надя, главное, разговариваю. Все, я поняла. ты уверенно поняла. говоришь, ну, понятно. Да. Монено, бачите. Угу. Монено бачте, меня тоже возьмите. А как вот сказать с собой? Я нашла щёрки. Щерады. Ну, через щоры это надо Да, будет. вот, Монено, щерады. бачите, щиради. Угу. Монено, щиради, бачите. Щорады. Щиради. Да, монено меня тоже, да, монено щерады бачте, легче даже произносить. Монено щерады бачте, ну, тут порядок слов, если у вас другой, это ничего страшного. Хотя мы знаем, да, глагол стремится к концу предложения. Может быть, еще в южных могут сказать куте. У вас что-нибудь такое? Что? С собой, мне кажется, что-то из серии «Аж что вас» нет. Вот «ас», потом... Нет, щерады. Здесь именно послелог щерады. Щер как бы за собой тут имеется в виду.
Возможно, что это калька с русского уже языка, но сейчас уже так употребляют. То есть, возможно, что был еще какой-то другой вариант, вот о котором я не знаю. Ну, вот, типа с тобой, с ним. Блин, я Типа не ты ледын, ты хочешь сказать Вот через типа того, строительный падеж? знаю. Да, да. Нет, здесь его нет, не поставишь. Монено, нет, именно здесь через послелог надо выразить это. Мгм. Надю вообще слышно, как из Африки. Да, Да. А можно про этот сират спросить? Он Да. меняется? Можно сказать, вот, например, это когда говоришь только про себя, или можно использовать с тобой, с нами? Щера. Тонено, например, щерат башто. Тонено щерам башто, например, да? Я возьму тебя с собой. То есть вот это меняется. Вот это как бы суффиксы в конце. То есть они вот это «ме» указывают, что это я. Да. Потому что на позапрошлом или когда мы занятия проходили, вот эти локальные падежи с притяжательными суффиксами. То есть есть у нас послелог щерым. За, да, за кем-то, за столом, например. Это все будет через щерым. За кем, чем. Вот. И щерым может, например, Джек щерым, да, то есть вот это стандарт, то, что мы с вами в течение всего года за столом. Но дальше, если стол мой, например, да, мой стол становится, то есть две возможности указать, что мы сидим за моим столом. Что ж такое? Первый вариант, да, если стол мой и мы за ним сидим, более понятно для вас будет «джеке щерын», да, но более часто употребимый такой, более характерный для удмуртского языка, когда вот этот притяжательный суффикс перекидывается на послелог. «Джек щерам». «Джек щерам» — это статика, да, то есть мы сидим за моим столом. Но вот эти послелоги, как и все существительные, он может меняться по падежам. И то есть из-за моего стола встали. Джек щерыштым. Видишь, здесь ыштым указывает на то, что откуда, и еще и к тому же мой. Вот, и, соответственно, это по всем лицам будет меняться. Например, мы садимся за ваш стол. Джек щеразы пукшичком. Да, то есть тут вот здесь вот в послелоге вся фишка. То есть в удмуртском языке действительно как бы надо к концу смотреть, то есть на все сконцентрировано в конце, скажем так. Читаем справа налево. Практически. Вот, начинаем с конца читать, да. Вот, надеюсь, что ответила на твой вопрос. То есть здесь масса вариантов, если мы хотим сказать, возьмите меня с вами, да, у нас здесь, пусть они возьмут меня с ними, здесь просто глагол будет меняться. Мой. Каждую неделю мы ездим на сад, огород, дачу. Маша, Антон. Кочкуд арня, ми сад бакчиямы, ветлячкомы. Нормально, но есть еще такой вариант, да. Я вас да. Арнялы буде. Кочкуд. Ну, тут я бы сказала арняе, потому что когда каждую неделю. В принципе, кочкуд арня, сад бакчаевичком. Без суффикса тоже нормально прокатывает, хотя грамматически как бы вот это более логичное, но без него тоже в разговоре говорят кочкуд арня, сад бакчаевичком. Да, и более удмуртская конструкция арнялы буде,
потому что хоть куда-ня это уже больше калька с русского языка. Хоть куд, хоть какой, да, даже само слово. Мой. Кто-то позвонил нам в дверь. Юля. Кинкел самыжин гертыз. Боже мой. Кинке самыжин гертыз. Звонил Шуня, да? То есть у нас это дверь, а в нашу дверь куда? Мы ставим, да, вот этот падеж. То есть мы указывают, что это наше, а суффикс «а» между главным словом и суффиксом указывает, что туда движение, да? Это просто надо запомнить, заучить. Ешь, наедайся, Тёма, давай. Щичко кцитыре. Ага. Так, здесь, во-первых, щичко – это Что-то. они или я буду есть, или они едят. А тут надо повелительное Щичка. Щичка, правильно. Как у нас образуется повелительное, да, вспоминаем? У нас есть два типа глаголов. И глаголы на «ины», да, вот, и глаголы на «аны», например, и «ва-ны». Да, и мы работаем с основами этих глаголов. Вообще, чтобы образовать любую форму, мы берем основу. Да, и в большинстве случаев, там просто буквально 1-2, может быть, случаев, где берется длинная основа в первом типе, а здесь у нас берется короткая, да, щичка. Вот. И здесь как раз только что сказала, что в некоторых случаях берется длинная основа, а здесь мы не можем щичка сказать. Это тяжело для удмуртского речевого аппарата, поэтому здесь будет длинная основа на гласные заканчиваться, потому что надо разбить сгусток согласных. Щичка, да, и у нас получается вот ударение перекидывается на первый слог, да? То есть повелительное это, давайте я тогда лучше, чтобы вы запомнили, что длинная основа, да? Надо вот длинную основу использовать на гласную, чтобы она заканчивалась, но в таких как словах, как мы, например, да? То есть вроде бы мыны, иди, длинная основа, но в разговорной речи вот эта она часто отпадает, поэтому мын. То есть там, где нет сочетания согласных на конце, мы можем спокойно конечную убирать. Во втором типе, который заканчивается на аны, яны, мы просто берем длинную основу и ударение переставляем на первый слог. Все, больше ничего не надо думать. Вала. Угу. Например, да, чтобы закрепить у тебя ходить, сходи. Как будет сходи? Ты сходи. Тёма. Угу. Тон ветлы. Ветлы, правильно. Тут у нас сочетание ТЛ, поэтому нам обязательно надо «ы» в конце. Вот так, ветлы. Да? Глагол «возьманы», как будет? Жди меня. Возьма. Возьма. Как будет глагол «юны», пей? Юи. Просто ю. Да, ю, просто ю. Мой. То есть повелительное очень для второго лица «делай что-то» очень легко строится. Нам надо просто взять основу и переставить ударение на первый слог. Окей, щичка разобрались. Наедайся. Какая у тебя была форма? Кцитыре. Угу. Так, у нас выражение «катырны», да, наполнять живот буквально. Но надо нам всегда указать, чей живот пусть наполняется. А там же непонятно, чей он. Непонятно, чей живот Наедайся. наполняется. Наедайся. Почему наедайся? Ой. Ты наедайся. Твой. Да. Как сказать тогда- твой живот? Кэтат. Тат – это в твой живот, внутрь. А тут надо сказать, что живот просто как подлежащее.
Сложно. Как мой живот будет? Кетыд. Кетыд. К- Мы уже подсказали. У тебя сейчас вот эти локальные падежи с притяжательным суффиксом перекрыли все на свете. Да. Да, вот, смотри, здесь надо просто наедайся, не ты набиваешь живот, а живот должен заполниться. То есть, видишь, пусть твой живот заполнится. Буквально вот это надо тебе передать. Поэтому твой живот будет катыд. Да, это у нас исключение, часть тела, надо запомнить, неотчуждаемая категория, поэтому мой живот коты, твой живот коты, его живот, ее живот котыз, да? Мгм. И теперь надо сделать еще пусть заполнится, то есть вот этот глагол тырыны наполнять, складывать, накладывать, надо поставить в повелительное, но уже не второе лицо, а третье, потому что живот пусть наполнится, пусть там, да, в ситуации, пусть он придет, пусть живот заполнится, пусть светит солнце и так далее. Это все третье лицо, тем более слово пусть есть, да. Как мы образуем форму в третьем лице повелительное? О, вспомнить бы. Помни, как будет приятного аппетита. Ты же помнишь? Правильно, да, можно Да. так Вот, отталкиваться. а кто-то Правильно. танцует, это подсказка. Как, давай, Тём, давай, правильно Юля говорит, подсказка хорошая, спасибо. Как будет приятного аппетита? Пусть вкусно. Ческит, метка, шкот. Да, ческит, нет, пушкос. Да, это мы наставление еде говорим. Щион, да, тут подразумевается, что щион, пусть еда вкусно пойдет. Он ческит, нет, кошкос. То есть, видишь, здесь есть две составляющие, которые нам интересны. Мед и кошкос. На что похожа форма кошкос? А как это пусть вкусное уйдет? Не уйдет, а придет. Ну, кошкины уходить. Кошкос имеется в виду, Вода. пусть проскользнет по всем, по горлу, по животу и так далее. То есть, понимаете, то есть ты съешь, пусть уйдет вкусно, пусть пройдет вкусно. Ага. А то как-то пусть вкусное уйдет. Кошкины-то вроде бы Но уходить. я это воспринимаю так, что пройдет через твои, ну, там, горло, рот. и так далее. Водочку пьют и говорят, хорошо пошла. А, вот слушай, Понял? что Вот ты из этой же делаешь? серии, мне кажется. Ты молодец. Я что-то сегодня горю. Да, это уж точно. Итак, смотрите, да, медкошкос, Тёма, тебя сегодня, ты у нас в фокусе сегодня. Ты, Звезда. кстати, ты же в Удмуртию собираешься скоро, мы тебя наставления на путь, да. То есть вот, приятного аппетита, да, пусть вкусно пойдет. Медкошкос, что у нас здесь? То есть есть часть мед, и плюс, что это за форма кошкос? На что похоже? Давай с конца посмотрим. Вот «з» это что? Что за буква маньяк? Что за суффикс маньяк? Для какого лица? Для третьего. Для третьего, да, ну правильно, тут щион, кошкоз, да, «з» логично. А буква «о» для кого, для чего характерна? М, Для какого времени? Хороший Как будто ты не вопрос. знаешь. Марк, ну здрасте. И Ты что, не знаешь, как строится повелительное наклонение в третьем лице? Знаю. Вот и молчи. Я молчу. Не мешай человеку. Это подсказываю, ладно, Тёма. Будущее время, получается. Правильно, будущее время, да. То есть кошкос само по себе, да, без слова мед, это он уйдет или уедет, неважно. То есть здесь нам надо запомнить, мед, кошкос, это мед плюс будущее время. Мы даже можем сказать про себя, пусть я уйду, мед мон кошко. То есть у нас повеление работает и относительно себя. Мед, мон, кошко, да?
А просто кошко, я уйду. Мгм. Метон кошкод и так далее. То есть здесь как бы повеление. То есть когда я говорю кошка, я являюсь как бы инициатором этого действия, чтобы ты ушел, кошка. А метон кошкот, это, скорее всего, кто-то сказал, пусть ты уйдешь. То есть это, возможно, не я даже хочу этого. Да? То есть здесь давай, катырны надо нам сделать, пусть твой живот заполнится. В свете всего изученного, как это будет звучать? Кэт, мет, тырос. Чей живот? Катыт, мет, тырос. А вот ты сидишь и ешь, да, там у тети вот Шань ешь и говоришь, ой, пусть у меня живот хоть ой, наемся. Вот про себя как ты скажешь? Так и скажу. Мгм. По-удмуртски. Только одна буква поменяется. То есть живот теперь уже не его, не твой, Катым, коты, там просто коты. Коты, нет, ты рос. А как сказать, да, пусть наши животы заполнятся, пусть мы наедимся. катыс, мет, тырос. Это его живот, пусть он наест, про кота. Кинул ему кусок, кот из рос, пусть он наестся. А вот ты сидишь в кругу родственников, да? Ну, это не совсем, наверное, Давайте уже нажремся, говоришь. Давайте уже. Очень хочу. Пусть мы наедимся, там еды немного, но пусть мы наедимся, например. Как это будет? Тём, не молчи. То есть смотри, здесь меняется только живот, только живот. Как суффикс притяжательный наш. Тома. Да я не помню. Кэт мы, мет ты рос. То есть вот здесь видишь мы. Кэт мы, мет. Оля, а вы разве Крантиндерья не проходили еще вот эти притяжательные конструкции? Да проходили уже, да. Тёма, ты почему не занимаешься? Да потому что не помню. Потому что что? Я вот сижу, я с табличкой, например, сижу и посматриваю, если честно. Я тоже Блин, запоминаю. пусть достанет табличку. Итак, давайте дальше. Ну просто у Тёмы, у него еще нет, как сказать, вот вы же с сентября занимаетесь, а он занимается с весны. января. Нет, даже позже, мне кажется. С 19 февраля. Вот. Поэтому у него еще нет так у того чувства языка. Так, давайте запомни слова своей У мамы, нас да? оно есть. Мать. Я, да. Ну вот запомнить я нашел слово, у меня тут вот вопросик, так сказать. Ерын тодыса вожины, например, такое есть. Не просто тодыны, можно его... Ерым тодыса вожь, типа Вожины. помни, а здесь запомни. Ирекельтины. Вот так. Но есть более даже распространенное положи в ухо. Положи в голову, да. В голову или в Ну, ухо? первое это я правильно написал, что это тут аккузатив, то есть она ядлещ кыльосез, да, кыльосе вернее, кыльосе. Я написал ерыт тодыса вожь, а ерат пон, да. Ерат пон или ерат тодыса вожь, если хотите. Ерат тодыса вожь, да. Да, но все-таки вот Ерат, просто ерат пон. пелепон это более распространенная и такая, ну, необычная, что ли, конструкция. Положи в ухо слова своей мамы. Ну, словарик старый, в который я смотрю. Угу. Ну, вот старыми надо бы вроде такое. А там нет ерат поныны. Там вот это вот ерат тодыса вожины. Так, умой. Надя. Ой, я? Извини, пожалуйста, Наденька, можно еще вопросик? А ират кельтины можно употреблять или нет?
Герат Кельты. Нет, как-то так, я так не слышала, чтобы употребляли. Оставь в голове. Нет, вот положи в голову. Герат вождь. Держи в голове, так могут сказать, да, помни. Типа помни. Вождь. А пелепонаны запомнить, да. Ере пелепонаны запомнить. То есть немножко есть разница. Помнить. Угу. Так, и Надя, да, Милям? А эта песня крутится у меня на языке уже всю неделю. Вот как всегда. Очень Да. мало предложений, которые я не сделала, и мне попадаются всегда именно они. Ну, это же хорошо, ты сейчас с нами Да. разберешь, у тебя будет стопроцентное выполнение. Прекрасно же. Так, Рдян, мы нам Джират, Берегте, Будысарня. Берегте — это повернуть, а крутится, кто нашел? Берганы, по-моему. Берганы, Берганы. да, крутится. У Да. кого-то есть ерам, да, то есть ты сказал в голове, а кто-то у меня на языке использовал? Как? Хылам. Хылым. Хылам. Или кыл-елам. Хылам. Я в словаре нашел. Кыл-елам. Кыл-елам. Вот, это самое правильное. Кыл-елам на кончике моего языка. Да, На кончике. на кончике именно. А почему на кончике? Ну, вот так повелось. Про это выражение именно кыл-елам, на кончике моего языка. Ил — это вершина, кончик. Например, это еще липет елын, да, на крыше, вот так скажут. То есть можно сказать липет вылын на крыше, да, более известное вам. А есть липет елын прямо на вершине, на самой высокой точке. Если вы скажете писку елын, то это будет понятно, что на Вершине. высокой точке дерева, да. Допустим, ворона сидит. Кыз елын, например, кыз елын куакапуки, да, на верхушке ели сидит ворона, например. Но это уже вот прям такие нюансы. То есть на языке крутится, это именно кыл-елам. Ну, я в словаре нашел так. Угу. Молодец. Да, так, Курджан, будес арня кыл-елам бергани. Угу. И еще вы можете встретить такой вариант, я не знаю, почему так говорят, но арнязе, то есть делают притяжательность для недели. Так, Раджан будес арнязе кыл-елам бергани. Это как бы вам достаточно сказать будес арня, просто знаете, что если... Арня БДС можно сказать? Нет, будес арня. Потому что будес — это определение, это как прилагательное, оно всегда идет перед существительным своим. Умой. А почему не так, Рдянес? Потому что не я кручу, а песня крутится. Если ты скажешь так, Рджанес, то это не аккузатив будет здесь, а это его песня. То есть здесь «с» будет восприниматься как лично притяжательный суффикс. Потому что где здесь подлежащее? Здесь подлежащее «кырджан», а «берга» — это у нас сказуемое, да? И подлежащее «кырджан», подлежащее никогда не может стоять в другом падеже, то есть это не может быть аккузатив. Это только номинатив может быть. Так, учкичком, это мы посмотрели. Ага. Я буду носить тебя на руках. Надо было мальчикам это предложение. Ну ладно. Маша назвала, Юля. Монтоне кивеламынуло. Кивеламы или я? Кивелам. Кивелам. Или тоже елам. Да, или киелам. Тоже. На кончиках рук. Да. Но если Её вы скажете красота. елам, совершенно Я корректно. Белам решила. Ну, тоже в Меня- словаре Меня есть на кончиках кыл-елам. рук не удержишь. Меня только на всей руке можно удержать, и то с трудом.
Ну уж как Да, получится. просто знаете, что есть такое тоже, да, такие нюансики просто красивые. И Представь вам, да. себе, да, представь себе, ну что, Тёма, представим себе? Ну, Тёма, давайте попробуем. бедняга. Юля, Что? Мне тебя жалко. Давай, Тём, а, все получится. Мгм. да нет, вряд ли. Сина жады Надо быть. пусте. Правильно, так, давай, Шин ажады пукты, да, ты написал? Пукте. Пукте – это он представляет, а нам надо повелительное сделать. Давай я запишу то, что ты сейчас озвучил, и мы сейчас разберем. Так, ажады пукте, да? Вот так, да, Да. у тебя? Угу. Или Теперь пон, смотрим. наверное. Нет, пон точно нет. Нет? Тут все лексически, все правильно. Видишь, Ага. Тёма, ты зря в себя не веришь. Во-первых, представь, да, Ура, 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 это Тём, про ура. ты, речь тон. Ну тогда не пукте, а пукты должно быть. Да? Пукты, То есть да, пукты. ударение Первый на слог первый ударение. слог, не забываем. И дальше, щинажады, да, ды – это суффикс маньяк для кого? Для частей тела. Для Нет. частей тела, для какого лица? То есть у тебя было Для второго. Какого второго? ажады пукте, у тебя было правильно, вы представьте, да? У тебя было все правильно, просто у нас задание чуть-чуть другое. Ты представь себе. Поэтому вот это ды, это это множественное число, да? Да. Ныр, например, да, ныр, нос. Нырмы – это наш нос, нырды – ваш нос, нырзы – их нос. А что же в единственном числе? То есть ты представь себе. А тут местоимение ачид не лишнее будет, ачид щинажады. Если вам надо подчеркнуть какая-то Да, вот. ситуация, когда... Разуй свои глаза там, да. Чинажат. Ты не свои сказал глаза, ты Но- ажады тоже сказал. Ну, твои, ачид. Ну, скорее нет, чем да. То есть чаще без этого. В словаре так просто там ачид молпа. Сам подумай. Да, Да. ачид молпа. Угу. Шинажады. Тём, давай, что здесь лишнее? Уже все нарисовала. Даже выделила, Тём. И в конце. А почему? Вот так должно быть. Ты представь. Потому что ты, а не вы. Щинажад пукты. А почему? Ажады это вы. Ваши. Ну да. Шинажад пукты. А ты почему не ажам? Потому что я представлю себе. Шинажам пукто. А. Я себе представлю. Шинажам мы пуктом. Да, мы представим. То есть здесь всегда будет меняться глагол, и вот это ажамы. А, все, я понял. Да? Молодец. Тоже мой. Это мы шинажат пункты сделали. Тавере марк. Да. Земля будет пухом. Но это я просто помню. Ажаз медущоз. Да, правильно. А сейчас следующий. Я до сих пор не помню, как это точно переводится. Пусть рядом упадет. Или перед ним, да, ажаз. То есть ажаз куда? Перед ним. Даю. Перед ним. И медущоз тоже знакомая форма. Упадет. Будущее Пусть. время. Да? Да. Пусть упадет от глагола ущены. Видите, здесь я даже прям выделила вам из книги Садикова, который Надя пишет про вас, кстати, про башкирских удмуртов. Вот. То есть, чтобы они приняли поминки, да, чтобы перед Да, ними... да. Это когда еду кидают, мы так делаем. Вот. Да, и это именно уже на поминках. То есть, если человек еще не похоронен, то говорят, что не надо так говорить, то есть это уже только умершему
и похороненному. Ну, земля пухом по-русски тоже только похороненному говорят. Ну да, да. Ну просто по-русски, наверное, вы же не ходите с едой на кладбище. Я просто не знаю, как на русском. А хрен его знает, у меня Нет, по-русски в Я Удмуртии, всегда с например, едой ходят с ходила. едой на кладбище, но только не в момент похорон. У меня Почему? Ну все да. кладбища Нет. в Удмуртии, Уже я как в раздают. Удмуртии хожу. Ну, принято это. Да, с едой принято в Удмуртии, я знаю. Да. Типа ты А угощаешь. русские, да, русские без еды ходят. Вот мы Да в Волгограде ладно. ходим на кладбище Да без тоже еды. В с Сарапуле ходят. всегда с едой ходят. Нет, В Волгограде. Ну, в русские Волгограде, в не Удмуртии- знаю. Вот там чистые русские, без удмуртских каких-то наклонностей, понимаешь, или привычек, которые могли из удмуртской среды взять. Чисто русские, Волгоград, я ходила с ними на кладбище, они ходят туда без еды. Да, Просто именно- цветы. Да, да. максимум. Юля правильно говорит, что А в именно в Калужской Удмуртии области почему-то и ходят с русские. едой. Ну, я вот Они тоже цветы нигде взяли, не наверное. видела, кроме Удмуртии, Да. еще коми ходят так же, застилают, есть даже старые фотографии. А для меня это настолько нормально, что когда я Да. пошла в Волгограде без еды, я думаю, а что это мы просто так-то идем? Я Да, говорю, это а вы очень- без еды ходите? Да они на меня посмотрели, ты вообще нормально на кладбище жрать? А что Да. такого? Ну, считается, что нельзя на кладбище есть. Например, вот ты когда приносишь свою еду и стелишь прямо на могилу, это нормально. Но нельзя, например, если там грибы видишь на кладбище или ягоды, их нельзя есть, потому что это Это не да. твое, да, это не твое. Вот. Господи, Ой, хочется а что-то у есть меня с не удмуртской среды. Ну что, кто у нас там был? Марч, там Надя, Таберетон. Вот что-то здесь нет ли подвоха какого-то в этом предложении? Это просто на отработку перестать делать Значит, нет что-либо. подвоха. Ну, ладно. Они перестали изучать удмуртский язык. А вы меня нормально слышите? Да. Ну, сейчас лучше. Хорошо, я наушники поменяла. Судмурткыл, я написала, кстати, изучать, просто изучать по-русски. Изучать корыны. Удмурткыл, изучать догдылям. Вот, самое интересное, да, изучать надо на... Дышетыны? Дышечкыны? Да, Дышецканы, наверное. происходит пост, удмурт. Блин, я Клэз, же- наверное. Кылзе. Аккузатив. Изучать кого чего? Да, кылзе, наверное, да. Сос удмурт клэс, да? Клэз, а не клзе. Ну, Удмурт клэс. Что изучать что? А у тебя какой вариант? аккузатив, кылзе. Кылзе — это его язык. Их да, его удмуртский А, язык. да, А их свой продолжают. Дальше перестали. Дугдилям. Я запишу. Дугдилям или дугдиз? Дугдизы. Или дугдизы, да, в зависимости от того, мы являемся свидетелями или нет. Я же написала правильно. А дышецканы-то пропустили? Нет, я специально пропустила. И дальше смотри, да, то есть у дышецканы есть у дугдыны есть фишка такая. Ты перестала делать это, ты перестала выполнять это действие. И тут надо делать форму другую. То есть здесь не подойдет инфинитив, здесь надо отглагольное существительное. Дышецкемыш. Дышецкемыш, Тем. Ищ откуда? Даже тем, понятно. Ну, вообще, Круто. это, по-моему, даже в конструкции у нас, где мы проходили деепричастие, это как... Да, было в да. Ну, было. или точнее, знаете, как это, Дышетымыш, наверное, да. надо скорее запомнить, что вот перемена состояния, да, перестали изучать вот глагол дугдыны, глагол сайканы, да, из сна, проснулся из сна. И же мышь сайкас. Это, по-моему, мы уже разбирали даже. Вот. Что здесь надо просто запомнить, что это требует от глагольного существительного в исходном падеже. По сути, это ищ, это исходный падеж. Да? То есть от глагольное существительное плюс исходный падеж.
я вынесу в отдельно. То есть сос удмурт класс дышете мышь дугдилям дугдизы, или если вы использовали другой глагол, удмурт класс дышете мышь. То же Дышецкий мышь, самое. ага. Вот. Все, теперь поняли, да, Марк, в чем тут была фишка? Вот как раз вот это надо было форму отработать, что Да, это круто. тугданы сайканы, да, глагол, может быть, еще есть что-то, но вот то, что мне первое приходит в голову, вот эти глаголы, значит, это будет отглагольное существительное в исходном падеже плюс определенный глагол, да, то есть будет суффикс Емыш. плюс ищ падежный плюс, ну, глагол, да, понятно. Вот, поэтому у нас будет, я перестала учиться, да, дышецке мышь дугди. Перестала учиться. Мон иже мышь сайкай. Я проснулась, да, вот именно тут подчеркивается процесс, то есть смена одного действия процесса другим. То есть был процесс учебы, и я перестала этот процесс делать, я из него как бы ушла, да. И здесь иже мышь сайкай, здесь тоже я спала и проснулась, да, например, проснулась из сна. Ну вот, да, такая история. То есть он, например, перестал пить. Алкоголик перестал пить. Юэмыш тугдис. Мышь дугдиз. Здорово. Остановился из сна. Зимой Ой, я. Валенки. Тут тоже с подвохом что-то, но я не поняла, где подвох. Маша, Да? Там. Тулалте мон сапегы угнулищкы. угу. Талалте мон гын сапег угнулышка. Гын это войлок по ушам. Да, и здесь гын сапег без какого-либо падежа, потому что тут нет конкретики, плюс единственное число, потому что у нас это парные части тела. А я думала, что мои валенки. И Я тоже так думала. Да, гын сапеганым. Сапегмея написала. Ну, нельзя. Сейчас я скажу вам. Туалтым гын сапег угнулышка. Здесь подчеркивается, что я не ношу валенки, а хожу в кожаных сапогах. Да. А туалтым гын сапег ме угнулышка означает, что я ношу вообще-то валенки, но вот свои именно я не ношу, я надеваю мамины. Чужие. Да, да. То есть тут как бы чуть-чуть есть нюанс такой. Ой, а можно я немножко от темы отвлекусь? Отвлекись. Маш, смотри сообщение, пожалуйста, которое я тебе отправляю. Так я в скайпе Всё, же извините. сижу. На уроке. Не отвлекайтесь, да. Ну, что а вы- гын Я сапег все равно вообще никакого... сказала, не Гын сейчас. сапег а вообще. никакого падежного показателя не требует вообще. Нет. Мгм. Потому что здесь нет конкретики, как бы гынсапек как категория. Ну, даже винительного падежа не нужно. Нет. И тут я рада, потому что я их никогда не использую. И тут я угадала. Молодец. Если бы вы добавили, Я использую наоборот, выучила. если вы какую-то определенность добавите этим валенкам, то, конечно, аккузатив появится. Например, эти. То есть я вот вижу, лежат конкретные валенки, я скажу та гынсапегес.
Я, кстати, написал вот как тололте гынсапеген угветлы. Угветлышки. Тогда Угветлы не угветлышки, буду да, ходить. угветлышки. Тогда Ну, сапеген надо ен. да, да, потому что я не хожу с сапогами. Да. Если, да, я понял. Угу. Услышав твой голос, я даже с кровати подскочил. Тут у нас сейчас будет Юля. Ой, Тут ёпт. есть два, Вот, хорошее тебе предложение досталось. два подхода. Услышав твой голос, это может быть как через деепричастие, как бы два типа деепричастия. Да, я через деепричастие. Один тоже. причина, а другое как бы одно следует другому движению. Вот, каким образом я тоже сделала. Сейчас я Давай. причину смотрю. А где у нас причина? Причина. Ай. Ну, скажи, как у тебя, Ладно. потом... Куараде колеса. Ой, Да? да, куараде колеса. Со валя чиш. Мон. Я. Почему я-то? Он даже с кровати подскочил. У Он меня там, да, он. Он. У В меня задании всё был неправильно. он даже с кровати подскочил. Ничего себе. Со вале сыштыз велетечиз. Да. Так. Со валесыштыс. Или валесыз вылыщ. Вот причина действия нашла, точно. Валесыштыс иктечис. Или валесвылыштыс иктечис. Но вылетечис имеется в виду подскочил наверх. Ну, логично, что он только вверх подскочит. Вряд ли он Ну, если под с кровать. поверхности, то Обязательно, значит вверх. да? Ну, можно в сторону, конечно, отскочить. А почему кураде, а не кураед? Потому Ой. что голос услышал что? Это аккузатив. Да, это уже аккузатив с притяжательным суффиксом. Да, который я везде пихаю. Понятно. То есть, Я если тоже вы как скажете Валес, Квараед. Я как Маша Квараед. Куараед Я. это твой голос, когда он подлежащий. Но как только он становится объектом, здесь же твой голос услышал он, Он. Да, кого не же? я, а он. Эх, Да, смотрите. да, Наверное, лучше здесь не колыса, а колыкуз. Коломен. слыша твой голос, это будет. Это будет, Элемент. когда он Когда он услышал твой голос, да. Когда Ну, он там же, когда слышал опять это же будет. Слышит твой голос, он даже с кровати подскочил. У ку, да, у него параллельность действия. Ну, а тут А и есть здесь Что параллельность. тут причина? Он подскочил не потому, что не когда услышал твой голос параллельно, а потому что услышал. Но это нюансы уже, нюансы. Нет. То есть здесь ку вот... Вот от этого нюанса и зависит. Да, здесь вы могли еще поставить деепричастие причины. Он вскочил же с кровати. Почему? Потому что услышал Да. голос. Вообще, вот это идеально, да. Такой мог быть еще вариант. А с кровати или из кровати, это уже вот на ваше усмотрение. Оба варианта возможны. Угу. Вот. Вылетечиз опционально. То есть уже достаточно, что он уже подпрыгнул без выле. Хорошо. Ну, не ошибка, если это Нет, будет, да? нет, вылетечиз. Супер. Угу. Так. Да, вот это вы могли даже, если бы загуглили, нашли бы в гугле. Я хотел я загуглить, я но сама все-таки попыталась. перевел. Я тоже сама попыталась. Давай, Тёма, Ценат. Это слова Кузибая Герда. Класс. Удмурт кылыкес ижемыш сайкас уштыц шинме поймыт нюлес йосын бусосын потыс. Угу. Так. Вот в первом предложении мне очень понравилось то, что ты сделал, то, что мы сейчас разбирали. Да, Я не знаю, ты это дома сделал или сейчас придумал. Вот, Это я сейчас уже правил. правильно, да. Молодец. Ижемыш, да, султыз или сайкас. Давай прям вот по частям, да, пока не буду показывать результаты. Давай,
Первую часть. Удмуртский народ пробудится ото сна. Как будет? Удмурт, калыкес, ижемыш, сайкас. Мгм. Ближайшие. Сайкоз. Сайкоз, наверное. Тайколоз. Нет, Тайколоз. сайканы. Марк, у вас стабильно в этом предложении ошибка. Глагол сайканы – это второй тип. А во втором типе сайка там не Нет, просто... но сайкало это множественное число. Нет. Давайте сейчас разберемся. Смотри, Тёма, удмурт, калык. Без Тайколоз. какого-либо суффикса. Почему? Потому что удмуртский народ, он совершает действие, он пробудится ото сна. И это не чей-то народ, а здесь просто народ, без каких-либо указаний и принадлежностей. Поэтому удмурт калык, да, дальше совершенно верно подстроился уже под изученную грамматику. Ижемыш, сайкалоз, да? Смотрите, глагол сайканы. Это глагол второго типа. Сайка, да, основа. И у второго типа не просто о добавляется, а ло. Сайкало, сайкалот, сайкалоз, сайкаломы, сайкалоды и сайкалозы. Марк? Мгм. Понял? То есть Мгм. глагол сайкны тоже имеет значение. Это сайкны глагол означает лес, например, сделать более светлым, то есть вырубить часть деревьев, проредить вот в таком случае. И поэтому сайко это означает, что я провяжу лес, буду провешивать лес. Мгм. Потому что это первый тип глагола. То есть во втором типе это ло, суффикс показатель будущего времени. А в первом типе, который на ын заканчивается глагол, там у нас о просто. Итак, удмурт калык ижемыш сайкалоз. Дальше откроет глаза. Учтит шинме. У тебя ты откроешь глаза. мои глаза получилось. Давай, откроет глаза. Это чьи глаза и кто откроет? Марк еще тайколоз. Марк еще пробуждается. Мгм. Давай. Полезно. Думай Так, давай. сейчас, Тём. сейчас. Правильно, да? То есть как Глаза и бы, кто откроет? лексика понятна, но чьи глаза-то? Кто откроет? Народа глаза. Да. Народ это что? Какое лицо, какое число? Третье число умножить на число. Ой, Нет. третье лицо умножить на число. Нет, это единственное. То есть надо грамматически смотреть. Ё-моё. А, Народ уходит. Ты по-русски же тоже народ воспринимаешь как Ну да. единственное число. Теперь надо откроет глаза, то есть народ совершает это действие, поэтому глаза будут объектом, то есть глаза будут стоять в аккузативе. Мгм. Шиньёс? Притяжательно. Шиньёс – это множественное число, ну окей, ладно, приму. Теперь надо сделать, что и Аккузатив. в аккузативе. Учты. Лучше учты, это ты открой. Бляха. Давай сделаем в единственном числе, потому что глаза парные части тела. Они воспринимаются как единое целое, в единственном числе ставятся в правильном удмуртском языке. Теперь его глаз будет щин-мыз. Да? То есть щин это основа, щин-мыз его глаз. Теперь надо щин-мыз поставить в аккузатив. Из меняется на Зы. зе. Щин-зе. Да. Щин-зе. И глагол уштыны надо сделать в будущее время. То есть как мед-кош-кос, только без мед. Тёма, Только что говорила, что что-нибудь скажи уже. Я слушаю. Тебя Ну, спрашивают, говори уже. Да не Что-нибудь перебивай. хоть с ошибкой скажи. кош-кос, Учи.
И теперь делаем будущее по такому же принципу. То есть мед кошкоз у нас было. Кошкоз — это будущая форма будущего времени. Что рассказывала, что будущее время — это показатель суффикс «о», да, для первого типа глаголов. То есть мы здесь берем основу «ущ» и к ней добавляем суффикс Оз. «оз». И получается, Шинзе уштоз. что нет. То есть «шинзе уштоз». Дальше. И, но Чё? темного леса выйдет в А, поля. Откуда? щас. Куда? Но поймыт нюлес кыш. Что нет. Тут пеймыт в оригинале будет щет, черный лес. Щет нюлес кыш, да, и выйдет в поля. Поле как будет? Бус. Бусы. Бус — это туман, бус. А, точно. Бусы — это Бусы. поле. Куда, да, направление А движения лут на не будет? конце. А не лут поле? Наверное, здесь лут больше, нет? Лут, у него два, ну, как бы больше бусы. Бусы для поля более распространенные. Ну, бусы это возделанное поле. Да. Нет, здесь точно бусы будет. Это так Герт написал, да? Да. У Лут нас, это например, лук, наверное, имеется в на виду. севере, у нас на севере слово бусы вообще не употребляют, луд говорят. То есть Вот. луд для нас вообще и поле, и луг большое значение. Ну, в смысле, более широкий спектр. Но здесь будут бусы, потому что и герб был более, ну, как бы южный, вавожский. Бусы тоже можно сделать в нужную форму. Давай, Тёма. Куда? На конце, в поле, как будет? Бусыос. Бусос — это множественное число. Ну, там же поля вроде было написано. Ну, здесь как категория, ну, или можно сказать, но не суть. Тут не главное, чтобы ты падежный суффикс сказал. Одно поле, много полей. А, хитро. Вот эти локальные падежи, 3 локальных падежа, надо, чтобы вот прямо от зубов отскакивали, потому что это самые распространенные локальные падежи. Остальные 5, или сколько их там осталось, 4-5, они как бы редко употребляются. Докуда, по поверхности чего-то, с какой точки, да, исходной. Но вот эти 3 локальных падежа надо вот прям зазубрить. То есть куда у нас будет суффикс е или ы, бусые, в поле. Если ты хочешь сказать в поля, то у нас какой суффикс будет? Бусы, ос, куда? И как будет выходить Да. в будущее время? Приятного аппетита! Потос? Потос, да, там где о, там мы о произносим. Окей, потос. А кошкос нет? Нет, уйдет в поля и уже не вернется. Нет, не Хорошо. надо нам такого счастья. Тут смотри, я не помню, ижемыш или ижемыштыс, давайте оставим ижемыш. Удмут калык ижемыш султос. Шинзе уштос, но пеймут щеднюс кыш бусые потос. Да, в оригинале щед. Здесь бусы как категория. Видите, лес один и поле одно. Но имеется в виду, из лесов выйдет и выйдет в поля. То есть поменяет локацию. Так, умой. Марк. Ага. Вот раньше удмурты носили лапти летом, а зимой ходили в валенках.
Ну как, это ажло, наверное, раньше. Да, да. Ажло удмурт йоз гужем кутен ветлизы, но что лалте гынса пеген ветлизы тоже. Или гынса пег... это самое, если носили, там гынса пегассе как-то. Нет, носили лапти летом, то есть летом. Ну, я носили написал лапти. кутен ветлизы. Ну, ходили в лаптях, получилось, да. Да. Тут как бы специально, чтобы вы запомнили разницу, нуллыны что-то, носить что-то без падежа будет какого-либо. А если нуллыны, то это без ходили- падежа. Будет кут Да. нуллызы. Да. То есть, ажло удмуртиёс гужем кут нуллызы, но что алте гынсапеген. Ну, но что лалте гынсапег нуллызы тоже. Сапеген. Нет, Если гынсапеген ветлызы. Если ходим, то с чем-то. Если носим, то без ничего. Запомните. Гынсапеген ветлызы, да. Или гынсапег нуллызы. Угу. Умой. Так, надеюсь, что с этим все закончили. Очень долго просидели на предложениях. Ну ничего. Хорошее воспоминание. Так, причастие, да, в удмуртском языке причастие. Причастие выступает... А у нас еще последнее предложение тут есть. Да? А у меня... Из-за тебя я перестал понимать людей. Реально про меня. Вот, ты будешь переводить. Нет, я не буду, я его не У перевела, не нас по успела. списку, Надя, у нас по списку. Маша, хочешь ты? У тебя переведено? Вот у меня, потому что была проблема из-за тебя. Он по нам, мне кажется. А вот Стала понимать людей? Да, вот так? Перестал только. Ну, без разницы. Перестала. Ну, я девочка написала, перестала. В удмуртском нет женского рода. Это да. Что переводить, да? Тон понна монкалыке сваланы дугды. У тебя получилось понна, это ради тебя, я перестал понимать людей. То есть понна значение ради, а из-за как бы... Вот Стыд, может быть. Он вчера... Нет, близко, но нет. Тон серен. Тон серен, да, из-за тебя. Это после лог. Я перестал понимать людей. Давайте, кто там у нас? Мон адимиосты валаны дугды. А вот валымыш-то вот здесь не подойдет? Мон адимиосты валамыш дугды. Это же нелогично. Почему? Вполне логично. Язык. Да. Я перестал, это вот у дугдыны такое управление. Да, я уже... Ну вот после того, как ты объяснила, я подумала, что, может быть, исправить, но подумала из-за того, что это глагол «валаны». Процесс понимания закончился. Все. Я допускаю, что, наверное, сейчас за счет русского языка, под влиянием русского языка будет вот эта конструкция меняться. Надо посмотреть. Ну да, но это очень грустно, конечно, что все под кальку с русского. Надо создать общество за чистоту удмуртского языка. Так есть, наверное, такое. Нету, кстати, не факт. Ну, есть отдельные такие отдельные люди, но как бы очень многие сопротивляют, ну, как сказать, вот, например, то есть поколение 20, да, вот как бы тех, кто младше 30, ну вот я вижу тех, кто пишет в Инстаграме, тех, кто пишет ВКонтакте, у них очень много ошибок, у них очень много калек с русского языка, и как бы ты им говоришь, но они, ну, то есть они на это обижаются. О, Да, какие. да, вот, и была такая ситуация, что мне отправили текст одного удмуртского исполнителя, то есть он пишет тексты, и мне отправил иностранец, который хочет с ним какую-то коллаборацию, да, не называя имен. Вот, и этот иностранец отправил мне текст, чтобы я посмотрела на предмет соответствия удмуртскому языку.
и там было очень много калек с удмуртского языка. Я не говорю, что мой удмуртский... Какого языка? С русского. Русского. Я не говорю, что у меня нет калек, да, но, наверное, у меня тоже есть по сравнению с теми, кому там 70 плюс, да. То Я есть, тебя если- умоляю, у меня у мамы в 70 плюс, знаешь, сколько калек с русского Ну языка? так не она же живет здесь в живет. среде, да, Это как да. бы для тех, кто живет в среде. Вот. Но по сравнению со мной, да, вот как бы у тех, кто живет в среде, и у них еще больше калия. И вот, и я несла исправление, отправила этому человеку, удмурту, он мне даже не ответил. То есть он как бы меня вообще проигнорировал. И я тогда спросила иностранца, я говорю, ну что, как? Он говорит, ну он все принял, как бы все нормально. Я говорю, а мне ответить как бы не судьба. Вот. Ну, в общем, бывает, такая. удмурты люди обидчивые. Это да. Ну, может, Ну что, давайте от Причастие? лирики, да, посмотрим причастие. Что у нас здесь с причастием? Смотрите, давайте начнем, наверное, с таблички. Вот есть такая табличка, видите? Что, надо уменьшить, что ли? Ой. Сейчас я уменьшу. Какао чуть-чуть, всё. потому что не влезает. Вот, короним причастие, да, можно выделить 4 большие группы причастий, они будут соответствовать времени. То есть причастие настоящего времени, идущий, ждущий, как бы находящийся в этом процессе, не идущий, не ждущий и так далее. Прошедшее время, сделавший, сделанный, да, вот. Есть будущее время, в русском языке такой формы нет причастия, то, что надо сделать. Или соответствует немножко английскому вот это был, да? Ну, мы сейчас разберем на примерах. И есть еще 4-й тип, это мон. Мы его уже брали в связи с деепричастиями. Он, по сути, чем отличается от деепричастия? Деепричастие относится к глаголу, описывает глагол, а мон то же самое слово, которое будет относиться к какому-то имени, существительному, прилагательному или причастию, оно уже будет считаться причастием. Но, по сути, образование и полная аналогия с деепричастием. Давайте посмотрим на примерах. То есть 4 большие группы. Вот глагол, посмотрим сначала положительные, утвердительные формы, да, пока без отрицания. То есть, смотрите, глагол с суффиксом «ищ», «щ», да, в зависимости от того, на что заканчивается основа и тип глагола. То есть у нас глагол, который заканчивается первого типа, глагол заканчивается на твердую «д», «злнс», «т», он будет добавлять суффикс «и» с 2 точками «щ», а все остальные будут «ищ». Например, идущий «мымищ», да, ждущий «витищ» и так далее. А «щит» просто будет добавляться глаголом второго типа. Например, глагол «валаны» – «валащ». Да, или как здесь, «чебер кырджащ» – Надежда Уткина. Красиво поющая Надежда Уткина, да, от глагола «кырджаны» – «петь». И это вот прям первый урок Марын Лыща. Вот эти причастия, они могут выступать в роли подлежащего. И вы все знаете эти примеры слов. Дышетыщ – обучающий, дышецкищ – обучающийся. Да, то есть вот эти все формы на «ищ», они могут быть как причастиями, и так и могут в предложении выступать в роли существительного, в том числе подлежащего. Вот, то есть... У меня Оля Урасинова так записано в телефоне, дышатыщ. Ага, ну вот, прекрасно. И видите, соответствует действительным причастиям настоящего времени в русском языке. Живущий, идущий, поющий, плывущий. То есть активно совершающиеся действия обозначают. Например, дождливая погода. Юля, как будет? Господи. Я не помню. Зорыш. Да, ну зориш, да, например. Вот. Или как будет плакать, помните, как глагол? Нет, а как глагол? Вердыны глагол. В лутече вердыш, плачущий ребенок, да, например. То есть
вот соответствует русскому в настоящем времени. Плачущий, идущий, то есть запомните, вот как бы чему в русском соответствует. Дальше, прошедшее время, да, и плюс это такие страдательные причастия, например, тунне пияш жадемын. То есть вот суффикс м, он будет указывать на, что это действие уже совершили, что это уже случилось. И он будет в препозиции, он будет в роли определения. Как только вы поставите на второе место, то есть после существительного, то сразу надо делать форму эмэн, емэн, мын. То есть они ничем по значению не отличаются, они чисто по функции предложения отличаются. То есть эмэн, емэн, мын, он всегда будет в роли сказуемого в постпозиции, да, вот сюда поставим. Вот. А ем, он будет как прилагательный, да, посмотрим примеры. Жадем пияш и жены выбис. Уставший мальчик лег спать. То есть здесь жадем глагол, уставший, да, то есть вот этот ем соответствует русскому вши. Вот. И как только у нас мальчик уставший, то есть вот как только жадем мы переносим на второе место, на постпозицию, то у нас будет сегодня мальчик уставший, будет тунне пияш жадемын. А если у нас сохранится, но это еще отдельно мы обсудим, пияш жадем, что это будет? Что похоже? Просто устал. Он устал. На неочевидное время. Да, правильно, неочевидное прошедшее время. То есть вот эта форма совершенно совпадает с неочевидной формой прошедшего времени. Угу. Об этом мы отдельно поговорим. Оно, йоно, но, про будущее время. Он совпадает с конструкцией «надо что-то сделать». Да? «Мы-но-но», например. «Мы-но-но», «мы-ным-мы-но-но», «мне надо идти». Но это еще будет и причастие. Что это причастие будет обозначать? Что это предстоящее действие выражает значение долженствования. Например, «бдестоно уж», да? Работа, которую надо выполнить, от глагола «бдестыны» – выполнять. Или как бы постоянные признаки лиц или предметов. Здесь, например, глагол «гажаны» и уважаемый будет гажано, или яратоно шаэре, или улоно кадом для жизни, как бы улоно, да? Или лештоное стросно, тут уже долженствование есть, что это надо сделать. И видите, здесь еще и выделительно-указательный суффикс «ес» добавился. То есть оно, йоно вы видите и сразу думаете, что это либо конструкция скуле, либо это причастие. Там уже будете по контексту, визуально будете определять, к чему это относится. Дальше вот это причастие мон, которое обозначает что-то возможное или осуществимое, да? Например, аджем кармон адями, образцовый человек, то есть с которого можно брать пример. И вот это мон, оно будет очень близко с оно, йоно, но. И будут даже они заменять друг друга. Вот лыджонокать, как бы читабельный, и лыджимон, они будут как синонимы. Угу. Вот. Джепекон и мон печи. Такой маленький, что можно положить в карман. Угу. Так. То есть это у нас были утвердительные формы. Смотрим отрицательные формы. Так, сейчас дайте мне. Я думала, у меня интернет завис. Так, смотрите, отрицательные, да? Вот тут разброс у меня не по времени. Мте.
вы видите МТ и вспоминаете, что у нас это тоже было с неочевидной прошедшей формой. Тогда сложная конструкция, да, у нас была, что можно сказать, северный вариант с will, и можно сказать более сложный с МТ. Итак, смотрите, то есть примеры. Ижемте тусы тунне. Ты выглядишь так, как будто не спал. То есть ижем туз было бы. Ты спавшим выглядишь. Ижем туз, да, то есть ты спал, это уже прошло. А ижемте это отрицательная форма вот от этого ижем, то есть ты не спавший. Или ижемте уйос, бессонные ночи, да. И сравните монтунне уин чирымно ижемте. Я сегодня ночью нисколько не спал. То есть здесь уже ижемте это уже форма прошедшего времени. То есть ижемте в значении причастия может только быть в роли определения. То есть всегда будет перед существительным стоять. Когда оно встает уже в постпозицию, то это уже сразу становится глаголом неочевидной формы. Видимо, вообще вот это неочевидное прошедшее произошло из причастий. Наверное, да. Вот, то есть, в том вот числе это... из продолженных вот, на лям глаголы же есть ляны. Вот у меня такая умная мысль пришла в голову. Отлично. Надо посмотреть. Есть историческая морфология удмуртского языка, там можно посмотреть. Дальше. Онтем, йонтем, тем. Да? Это отрицание, оно для будущего времени и для мон тоже подходит. То есть вот это отрицание для форм утвердительных будущего времени и для формы мон. Например, аджем потонтем адями, ненавистный человек, буквально кого не хочется видеть. Или валантем кылбур, непонятный стих. И сравните, валантем гоштемын написано непонятно, да, но это тоже будет здесь как причастие, то есть написано непонятно. Относится к причастию гоштемын написанным, поэтому... Но это, наверное, от мон произошли они все. Как с отрицательной частицей тем. Наверное, да, но они и будущее не время всегда. тоже. Будущее время они тоже способны отрицать. И настоящее время, да, то есть у нас было ищ, и мы к нему добавляем суффикс тем, иштем. Ижиштем кашноэдвы энлюкет. Не мешай своей неспящей жене. Ижиштем, да, а если спящее, было бы ижиш. Чебер кырджаштем ошип, да, не поющий красиво осип. Тоже чебер кырджач, красиво поющий было, а здесь не поющий красиво, да. То есть еще раз, смотрите, да, у нас есть причастие, есть 4 большие группы, есть настоящее время, здесь у нас утвердительные суффиксы ищ, отрицательное иштем, то есть мы к утвердительному добавляем суффикс тем. Дальше, в прошедшем времени у нас суффиксы ем, если они в роли сказуемого эмэн, емэн, мын, и отрицательная форма этого прошедшего времени мт, то есть фактически это уже неочевидная форма прошедшего времени. Будущее время, здесь у нас утвердительное оно, йоно, но, и отрицательное онтем, йонтем, тем, то есть тоже добавляем тем. И причастие мон, которое указывает на возможность какую-то, он тоже фактически вот отрицается вот этой формой онтем, йонтем. Сейчас посмотрим на примерах, да, что еще, на что надо обратить внимание. Смотрите, вот прошедшая форма, она может быть еще как бы усиливаться, то есть оно воспринимается как причастие, поэтому может еще добавиться частица для указания времени, да, в прошедшем времени. Книгалы джемынва, книга была прочитана. Книгалы джемынвлен, книга, оказывается, была прочитана. В настоящем времени книгалы джемын, книга прочитана. В будущем книгалы джемынвлоз, будет прочитана. То есть у нас для указания будущего времени мы добавляем суффикс
частицу лос, а в прошедшем времени, если это очевидное, то вал, если не очевидное, то вылем. Дальше, если это отрицательное, в настоящем времени, книга выджемын эвел, книга не прочитана, вы можете сказать, или книга выджемте, да? И сравните со книгаес эвел выджем, когда это эвел выджем он не прочитал, оказывается, или со книгаес выджемте, не прочитал, оказывается, да, синонимичная конструкция, эвел выджем более северный вариант, выджемте более южный. Валамона, вот это понятно, что я говорю, или сложно все? Понятно. Понятно. Вот, что в прошедшем времени, да, то есть здесь было книга выджемте вал. То есть здесь была книга выджемыновел, книга не прочитана, или книга выджемте, вот что-то из этого мы можем использовать. В прошедшем времени будет книга выджемтевал, книга была не прочитана, или отрицаться будет частица, книга выджемын эйвал. Да? Я вас не призываю вот прям вот начать и использовать, это очень сложно, наверное, сейчас как бы воспринять, просто знайте, что это есть. Книга выджемын вылемте, книга выджемте вылем, да, если у нас неочевидная форма, то тоже может отрицаться либо частица вылем, либо само причастие выджемте вылем. То есть либо... Книга не была прочитана или была не прочитана? Книга, да. Угу. И в будущем времени книга выджемын лос, книга будет прочитана. И книга выджемын узлу, будущее время отрицательное. Угу. То есть это на что надо обратить внимание. Так. А можно спросить? Да. Я не успела, прослушала, кажется, а отличаются чем-то в прошедшем времени суффиксы ем и эмын, емын? Они отличаются вот это интересный тем, вопрос. что нет, у них по значению никак не отличаются, они чисто позиция в предложении отличается. Эмэн, емен всегда в постпозиции, в роли сказуемого будут. То есть как только вы ем ставите после существительного, сразу надо менять на эмэн, емен. То есть нельзя сказать в роли определение вот это ем после существительного. Ну, сейчас мы, например, посмотрим, может быть, будет более понятно. Вообще, по идее, они должны отличаться чем-то. Ем в роли определения, а емен в роли сказуемого. Да, да, правильно. Да, то есть вот сейчас либо зафиксируйте себе вот это, потому что сейчас мы будем смотреть предложение, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Вы можете сфотографировать и... когда я буду разбирать предложение, чтобы вы видели, о чем идет речь. Да? Итак, смотрите, номерлы ярантем арбери. Да? От глагола яраны подходить, годиться. Да? Ярантем, второй тип глагола яраны, поэтому суффикс ntем указывает на отрицание, что негодный, да, ни на что. Вот мы нам в ноутбуке номер ярантем. Вот, име пононтем кшион. Тоже от глагола поныны. А как перевести-то первое? Ни на что негодный. Ни на что номер ни к чему. Да, ни к чему ярантем негодный. Но это именно про предметы, про человека так не скажет. Ну, если совсем там кто-то человек себя не любит, и старенькие обычно так могут сказать: о, мой номер вы ярантемни. Типа, я уже ни на что не годный стал. Име пононтем кшион. От глагола понны, да, тоже пононтем. Понтем суффикс. Здесь у нас было нтем. Второй тип. Что такое? Не выделяется. Вот. Пононтем, как бы еда,
такая невкусная, что ее в рот не положишь. Невозможно положить их в рот. Эти формы встречаются, но как бы все реже, я бы так сказала. Щионокать перепечь. Да? Перепечи, которые съедобные, вкусные. Щионокать. То есть здесь щионо в роли определения. И перепечь щионо надо съесть перепечей. Мало соелось тонтем. Да, вот здесь тоже онтем от глагола лештыны, но это будет значение, а что бы это не сделать? Почему бы это не сделать? То есть отрицательная форма будущего времени малый, да, то есть как бы соответствует в утвердительной форме малый соелось тоно. То есть вот, да, вот эти причастия или наоборот глагол, вот эти формы, они очень близки вот с этими глаголами. То есть причастие и глаголы вот здесь очень близки. Милемлы тунне улымон нянь счеты. Да, дашь нам днесь вот из молитвы, что хлеба, как там, хлеба, дай Хлеб нам наш хлеб. насущный дашь нам днесь. Вот, то есть тунне улымон. Тунне улымон. Знание. Глагол улыны. Улымон достаточного, да, на сегодня. Магазин ворсамын или пыцамын луоз. Да, глагол в постпозиции, точнее причастие в постпозиции, поэтому суффикс «мын» используется глагол, и означает, что магазин будет закрыт. Да? Луоз еще добавили будущую форму. Шутецкон нуналмы чиниен лыдьямон. Глагол лыдьяны читать. Лыдьямон как бы сосчитабельно, можно пересчитать по пальцам. Солен йир поромымон улонес. Йир поромыны – это голова кружится, йиры пороме, а йир поромымон – головокружительная, то есть голова может закружиться. То есть там, где мон, вы чаще всего на русский будете переводить как может. А как перевести солен йир поромымон улонез? Головокружительная жизнь у него. Его, да? Оскны луонтем или осконтем верос. Да, оскны верить, то есть то, что нельзя поверить. Рассказ, в который не поверишь. Оскны луонтем. Мы можем целиком как бы целое слово поставить рядом с глаголом. Или сделать из самого глагола отрицательную форму осконтем. То есть, отрицательно, то есть его антипод будет оскымон, да? Оскымон или осконокать, то есть вот они будут синонимичны. Как то это есть, перевести? Оскымон? Вообще вот этого, да, да. Осконтем верос или оскны лонтем. Осконтем верос – это рассказ, в который не поверить. Который нельзя поверить, да. Да, нельзя, невозможно поверить. У меня тут теряется. Угу. А оскымон, например, эш, да, про друга так чаще скажет. Друг, которому можно доверять. Удмуртский язык очень компактный в этом смысле. Мы начнем шацкымон егидгес. Шацкыны – это чувствовать. Здесь моложе меня, ну как бы чувствительно, то есть значительно моложе. Ощутимо моложе. Вот, ощутимо моложе. Шацкымон – это ощутимо. Да. Шацкыса. Вот очень часто, особенно вот у меня в семье, шацкыса говорят.
шицкса. Это аккуратно, ну, то есть ощутимо. Будь осторожен. Будь внимателен в таком смысле. Клемарын бакчам мерте, да, то есть здесь клемар, оставшийся год. Это вот как раз прошедшая форма прошедшего времени причастия. В прошлом году огород не сажали. Аналтем коркан нокин угулы. От глагола аналтыны бросить, оставить. В заброшенном доме никто не живет. Лештем ужде эскери. Я проверила твою сделанную работу. То есть лештем здесь тоже форма прошедшего времени. Кинке важишлуис, да? Буквально мы переведем как кто-то стал, кинке важишлуис, кто-то стал говорящий. Но это будет означать кинке важис. Да? И это будет означать, что кто-то ответил, кто-то что-то сказал. То есть это такой, знаете, advanced уровень уже. Важишлуис, юашлуис. То есть как бы обнаружился человек, который что-то спросил, сказал. И здесь получается причастие настоящего времени и форма луны в прошедшем времени. Или тоже вот часто такая форма употребляется «Суэнокина джишмедамлу», чтобы никого не было, кто его, ее увидел. Или увидит. Суэнокин аджишмедамлу, да, медамлу, это у нас повелительное, чтобы не было никого, кто его или ее увидит. Следующее предложение. Дуннелен пумыз буэшлуса нокин вераш эвел. Что приходит конец света, никто не говорит. Нокин вераш эвел. Нет говорящего. Буквально. Уменьшим шрифт. Дальше. Так гуртын кычу улищес, да, в этой деревне 200 живущих, то есть жителей, то есть улищ используется в значении существительного. Отчинокин новых тысяч азлуэ. Это будет синонимично отчинокин новых тысяч айва или отчинокин азлыка. Вот это вам более знакомое, да, то есть более понятное, что туда никто не пришел, просто глагол прошедшего времени. А такие конструкции могут еще встретиться через лыктыш. Нокин, новый ктыш, азлу. Не было того приходящего. От чикинке лыктыш лоздыр, от чикинке лыктоздыр. Да, вот тоже с будущим временем и с формой лоз используется значение, что кто-то придет. Та ужиндыр то новый, дыртыш таракан шиде пеуще. В этом деле спешить не надо, да? Здесь, видите, уже дыртоно в значении глагола. Да? Дыртыш таракан шдепеуще. Спешащий таракан падает в суп. Карантин дырья, ваймас пыцамын. Вал, все было закрыто во время карантина. Карантин дырья, ваймас пыцамын. Лоз, все будет закрыто во время карантина. А если без ничего, нулевой карантин дырья, ваймус пыцамын, все закрыто во время карантина. Угу. Еще пара примеров из стихов. Бигер пушнер кадик сутыш, щутем лемтей кадик мерчиш, янгыш дырьядно айшветвиш, вань улонде монен шудиш, совань мыстон, ножкин меда вышко мон. Да, Михаил Федотов, бессермянский поэт. Бигер пушнер – это татарская крапива, очень жгучая. У нее есть свое название, не двудомное, а вот другая разновидность. Сутыны, сутыш, да, жгучая. Жгучая, как татарская крапива.
Мерчиш, мерчины — это впиваться. Впивающийся, как голодный клещ. Щутем — это голодный. Мон щутем, я голодна. Да? Это слово запомните, оно хорошее. Щутем. Янгыш дырят на ажветлыш. Ажветлыш — впереди идущий, да, лидер, предводитель. Янгыш дырят, и во время твоей ошибки, то есть у нас карантин, дырья во время карантина, а дырьят, да, в твое время. То есть, когда ты ошибаешься, ты все равно лидер, ты все равно предводитель. Вань улонде монен шудыш. А вот это вообще сами сможете уже привести. Как это? Алло, что-то на причастие все уже выпали в осадок. Нет, я, кстати говоря, вот эта вторая строчка «Щутем лемтей кади», это какой-то клещ? Лемтей — Голодный, клещ, Марк. да. Голодный. Ты что, отходил, что ли? Нет, я здесь Щутем «Щутем лемтей голодный. кади». А мерчиш что значит? Ой, Пивающийся, пивающий. Ага. Вань улонде монен шудыш. Вся твоя жизнь пусть будет радостной. Ой, нет, что-то типа того. Вся... Шудыш — это еще не шудо. Шудо — это счастливый, а шудыш от глагола шудыны. играть? Да, Играть, да. играющий Мгм. Всей со твоей жизни. мной, со мной, и Вань улонде Играть. всю твою жизнь. То есть ты всю свою жизнь играешь со мной. Все Мгм. это ты, но шкин меда, вот это меда, да, вопросительная такая частица. А кто же я тогда? Да? То есть ты жгучая, как татарская крапива, ты впивающийся, как голодный клещ. Ты идешь впереди, ты главенствуешь даже когда ошибаешься. Ты всю жизнь играешь со мной. Это все ты, это все ты. А где же я? То есть, а кто же я? Мгм. Вот. Прекрасная женщина. Кондонено велкисиям, малпанено юриштов джемын. Тащегыт но югыт дуньям, моневел на эшосиямын. Тоже Михаил Федотов. Что тут знакомое видите? Кисы, Кондон, Эндоне, деньги. Мгм. Малпане, Ярыч, ну давайте попробуем переводить. Щекыт. Кондонено велкисиям. Кисы. Карман. Надя, карман. А кисиям это что за форма? В моем Мой кармане. Да. И то есть целиком строчка как переведется, Надя, как будет? В моем кармане нет денег. Да, и денег нет у меня в кармане. Вот это до толджины, вот слово тел вы тоже знаете. Тел, Ветер. да, а толджемын, толджины глагол, догадайтесь? Ветрено. Да, улетела, растворилась, разлетелась, да, как бы. И что это будет? Это причастие эмэн емэн, да, в постпозиции. Поэтому, как сказуемое будет переводиться, значит, Юля, как ты вторую строчку переведешь? Ой. Из головы улетела. Да. Улетевшая из головы. По мысли улетевшие из головы. Да, и мысли улетели из головы. То есть, как бы вообще, ну, тут малпан может быть и мысли, и мечты. То есть, в целом голова пустая. То есть, все выветрилось, вот, выветрилось из головы. Дальше, тащикыт но югыт дунья. Марк. Я предлагаю Марку. Все слова Да, знакомы. югыт я не очень помню, что. Светлый. Какой? Светлый. Да, это трудный и светлый мой мир. Мой мир или В моем. Дуньям. Где? в моем мире? Да. А, в моем мире, да. В этом тяжелом и светлом В моем этом мире. тяжелом, светлом моем мире, да. А вот если я подскажу, сияны — это остывать. Как вы переведете последнюю строчку? Я еще не остыла. Сиямын это открывать, открытый, да? Не-не-не, сиямын Остыть. остывший.
Я еще не остывший. Я еще не Да. остывший. Да, я еще не остывший. То есть и денег у меня нет в кармане, и голова пустая от мыслей и мечт. В этом моем тяжелом и светлом мире я еще не остывший. У него очень много депрессивных стихотворений на грани смерти и жизни, и вот литературоведы, ну и вообще-то удмуртская как бы вера в то, что когда человек пишет на такие депрессивные темы, на грани смерти и жизни, то он притягивает смерть. Вот, поэтому... Он рано и умер. Да, он умер, ему было, по-моему, 37 или 36 даже лет ему было, он умер. Да, Очень ждали Кельмакова на конференции 2 года назад с докладом по Федотову, но он не приехал. А я в подростковом возрасте написала депрессивный рассказ, а потом попала в больницу. Ну, надеюсь, что это был этого я последний ничего твой не писала. депрессивный рассказ. Да, больше после этого я не писала ни рассказов, ни стихов. Да, вот когда у нас археолог удмуртский не так давно умерла, 75 лет ей было, вот она иднокаром занималась, Маргарита Иванова, вот, и я когда своей бабушке сказала, ну, она расстроилась, бабушка, она ее лично знала, и она говорит, ну, понятно, типа, она притянула к себе болезнь, она же раскопками кладбищ в том числе занимается, то есть захоронений вот этих, то есть как бы была близка к потустороннему миру. Это очень, типа, опасно. Ну уж Вот. иднокаром кто только не занимался. Но она была главной мамой иднокара, ее все так рассматривали. Это же не Олины мысли, а ее бабушки же, да? Да, тем более это не мои мысли. С учетом верований удмуртских. Не более... Да. А она не старая была? 75 лет. 75 Достаточно лет было, старая. но у нее был рак, поэтому скорее вот это была причина. Но бабушка считает, что рак тоже бывает порожден какой-то депрессивным каким-то фактором, стрессом. А это не исключено. И никто же не знает причины рака. Да, и в том числе как бы вот быть на грани смерти и жизни, контактировать с потусторонним миром, это очень опасно. Поэтому, когда у меня в 9 классе было желание писать исследовательскую работу про всякие заговоры, вот, бабушка мне сразу табу наложила, что нет никаких таких тем на грани жизни и смерти, только про жизнь. Поэтому я писала про проводы в армию. Про что писала? Проводы в армию. Ну, ясно. Вот, еще дикалбур, пото тиш вунем шурес вуэ, кушто йортме, шалджо уже шоры. Отын вош потонегине юле, сопуцетын юнметр на юры. Тиш и вунем, да, здесь два причастия. Я выйду на дорогу шурес вуэ, и на какую дорогу? Я выйду на тиш, зовущую, вунем от вуныны забыться, забытую дорогу. То есть есть вунетыны забыть, а вуныны забыться. Да, чуть-чуть разница есть. Кушто, да как вунем будет? Ну, посмотрите более точный перевод в словаре вуныны. Вуниз забыться, как бы забылось. То есть в прошедшем времени это позабытое. Ну, как-то так, да. Вунем шурес, это мы перевели. Куштыны, кушто, я брошу свой дом, я плюну на свою работу, да, для тех, кого надоела работа, щалджо уже шоры. Видите, смотреть на что-то в середину чего-то и плюнуть тоже в центр, в середину чего-то. Отын, вошпотонегина юле, ел, да, вот вершина, кончик, я говорила. И есть еще глагол елыны, это как бы, ну, увеличиваться, подниматься кверху, да. Вошпотон, ну, злость, то есть спектр таких негативных эмоций. Там, ну, видимо, на работе, там или где-то в том мире, который он хочет бросить, дом, работу, там только злость увеличивается. Пыцет это увеличивается? Да, да. Пыцет это тюрьма, да, глагол пыцаны закрывать.
Сопыцетін юнметр на юры, юр это голова, юры моя голова, тернаны это опухать. То есть в той тюрьме моя голова лишь зазря опухает. То есть я Терна выйду... это зазря? Нет, опухать. А. Я выйду на зовущую позабытую дорогу, я оставлю свой дом, плюну на свою работу. Там растет только моя, там множится моя злость. И в той тюрьме лишь зря пухнет моя голова. Ну, не совсем красиво пухнет голова, но что делать? Это вот, понятно. смотри, да. То есть не путайте, да, мон причастие, идея причастия, например, улымон корка и корка мес улымон кариш. То есть улымон корка, ну тут и то, и это, улымон лештис. То есть улымон корка – дом, в котором можно жить. Улонокать, да, синоним может быть. Улоно. И коркамес улымон лештис, он сделал наш дом таким возможным для жизни. Оно-йоно. Причастие – глагольная форма, да. Табере татын улоно. Теперь надо здесь жить. Улонокать корка. Да, то есть дом, в котором можно жить. То есть тоже здесь, как правило, глагол в значении «надо что-то сделать» стоит в постпозиции, а пригодный для жизни он стоит в препозиции. Вот. Итак, давайте попробуем. Значит, здесь надо сделать форму лыджины, да, глагол «читать», например. Надо сказать «прочитанная книга», «нечитанная» и книга прочитана. Угу. Давайте, как это будет? Ну, нечитанная это будет, наверное, прочитанная книга это лыджимо, вернее, та, которую надо прочитать, все перебрал, будет лыджимон книга. Да, ну, которую читабельная книга. Да, читабельную, которую стоит, да, лыджимон книга. Соответственно, не прочитанная, наверное, лыджимте книга. Да, лыджимте книга, которую невозможно прочитать. То есть такая стрёмная, такая ужасная. А вот это я уже, это что-то выше моих способностей. Лыджентем. Да, Лыджентем, да? Нечитабельная. То есть она будет антонимом сразу двум. Лыджимон. Лыджимон и лыджоно. А можно сказать лыджонокать книга? Да, да. Читабельное в значении лыджонокать. Ту, которая пригодная для чтения. Да. То есть лыджимон и лыджонокать, они синонимичные конструкции. То есть кать, оно, йоно будет так. А книга прочитана как будет? Какая? Прочитана. Лыджем книга. Лыджем книга, это если, да, если это в препозиции. А если книга прочитана, в постпозиции. Книга лыджемын. И, а как сделать теперь не страдательное, а как действительное причастие, да? То есть, когда я совершаю действие, я читающий. Читающий мальчик, как будет? Лыджач какой-нибудь, что ли? Лыджищ, да, лыджищ, пияш. А как вот не читающий мальчик? Так. Не читающий книги, например, книга. Лыджитем какой-нибудь? Нет, лыджищ и тем, да? Лыджищ тем, да. Умой. Так, вроде бы все. Простите, у меня тут подсказчик пришел. Да? Я засмеялась из-за этого.
Умой. Давайте, Юля, теперь твоя очередь. Глагол кошканы. Максимальное количество причастий. То есть О. в настоящем времени. Ну, Маш, Кошкем. да. Кошкем. Как это будет переводиться? Пришедший. Ушедший. Нет, во-первых, ушедший. И не в настоящем, наверное. А нет, в прошедшем, ушедший. Это прошедшее, да, время. Ушедший. Ушедший, там, не знаю, куркащ. Кошкем куркащ. Нет, кошкем, куркащ, кошкем, это у тебя будет глагол. Кошкем должен относиться к существительному, тогда он будет кошкем адями, ушедший человек. Все, поняла. Угу. А как только ты скажешь адями кошкем, этот человек ушел будет. Да, да. А если человек ушедший, то есть в постпозиции это причастие. Ой. Кошкем в препозиции, а в постпозиции. Чтобы было причастием? Да. Кошкемын. Да, человек ушел, ушедший человек. Хорошо, уходящий человек как будет? Кошкищ. Кошкищ, адями. А не уходящий человек? Кошкиштем. Адями. Кошкиштем. Человек, который собирается уходить. То есть он в будущем уйдет. Кошконо. Кошконо. Адями. И не собирающийся уходить. Кошконтем. Кошконтем. Человек, который, вот тут, да, как бы это по-русски правильно сказать, как бы могущий уйти, как бы на грани стоящий. Кошкомон. Кошкимон, да, или Кошкимон. чаще скажут кошконокать. Ага. А То как есть переводится кадь? Как? Как переводится кадь? Как? Как будто. М. То есть кошкимон это могущий уйти, а кошконокать как будто собирается уйти, и они вот в этом смысле синонимичны. То есть они одно и то же выражают. Кельтенный глагол оставлять. Ну, по-моему, тут все. Как будет не ушедший человек. То есть нам надо здесь еще отрицательно в прошедшем. Кошкемте. Адями. Кошкемте. Почему Кошкемте. им? А почему им? Все, да, кошкемте. Сори, поняла. Ну, в длинной основе. Кельтены оставлять глагол. Угу. Надя, попробуешь? То есть все то же самое. Ага. Оставленный, оставляющий. Давай будем подсказывать. Настоящее время. Оставляющий и не оставляющий. Кельтем. Это прошедшее, оставленный. А тут вот активное действие, когда... Кельтыш? Да, кельтыш. Например, я оставляю в стороне что-то. Я оставляющий в стороне важные дела, там, да, кельтыш. Или отрицание здесь будет... Кельтыштем? Да, то есть я очень там не оставляющий ничего. Дальше прошедшее время. Вот как раз. Угу. Оставленная вещь, арбери, например, да, как будет оставленная вещь? Кельтем арбери. Арбери. Вещь оставлена. Арбери. Ой, не знаю. Кельтемын. Кельтемын. Угу. И не оставленная, не забытая вещь. Кельтемте. Кельтемте, шонер. Кельтемте. Дальше будущее время. Вещь, которую надо оставить. Кельтоно? Кельтоно. Да, Либо вещь, которую надо. Либо кельтонока. Ну, кельтонокать это, наверное, другое, да? Да, чуть-чуть нюанс будет. Кельтоно арбери, то есть что это надо Которую надо бы обязательно. оставить. Да. А вещь, которую невозможно оставить. То есть отрицание от кельтона. Что-то кельтон-тем? Нет, кельтон-тем. И, соответственно, вещь, которую можно оставить. То есть не нужно, а которую можно оставить. Она вот такая мелкая, что спокойно.
оставить, вот который A был, да? Мон. Кельтомон. Мгм. Кельтемон арбери или кельтонокать. Да, то есть вот будут они так. Умой, Маша, юны, Мгм. пить, да? Мгм. Юищ, пьющий. Юищ. Или юиш, алкоголик это еще будет. И Интересно. не пьющий как будет? Тем. Юиштем, да. То есть мы от утвердительного причастия просто ставим тем. Дальше. Юэм. Выпивший, получается. Юэм ву, например, выпитая вода. А. Угу. Или ву юэмен. Юэ, Юэмын. юэмын, да. Угу. Или вода не выпита, не выпитая вода. Юэмтем. ЮМТ, тут МТ будет перед, то есть надо запомнить, что МТ будет. ЮМТ, ага. Йоно. Нужно выпить. Да, вода, которую надо выпить, угу. И невозможно выпить ее, она такая пахучая, вонючая. Юнтем. Тем. И выпивабельная, которую можно выпить. Юмон просто. Юмон или... Юмон. Сейчас скажу. Юонокать. Да, правильно. Угу. Вот это на самом-то деле, да, вот начиная вот отсюда, то есть вот эти формы юоно, юонтем, юэмон, юонокать, эти уже все реже используются, потому что им нет соответствия в русском языке. Тому, чему нет соответствия в русском языке, уходит первым. Понятно, да? Потому что люди начинают применять русскую логику к удмуртскому языку. Кораны рубить, Тёма, давай. Давайте. Рубящий топор, например. А топор как у нас будет? Тир. Тир. Поращ. Поращ, тир. Рубящий, Поращ, да? тир, да. Тупой не рубящий топор. Коращ, тем, тир. Коращ, тем. Угу. И дальше вот следующее уже топор не коран, только порубленный лес может быть. То есть это такая страдательная форма. В прошедшее время не может быть активной. То есть порубленный топор другим топором. Порубленный лес, например, нюлес, да? Как будет порубленный лес? То есть прошедшее время страдательно. Корамын нюлес? Корам нюлес. Корам если просто. лес порублен постпозиции, то тогда будет корамте. Это отрицательное, корамте. Да, здесь уже амте, потому что глагол кораны второго типа, поэтому здесь мте добавляется вот частица на, которая заканчивается. И нюлес, лес порублен, краткая форма вот этого причастия. Емен соответствует краткой форме зачастую в русском языке. Лес порублен, как будет? Корамын. 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 Угу. И какой лес классный, вот его надо срубить. Корано. Нюлес. Корано, нюлес, то есть у нас по плану его надо порубить. И отрицание. Корантем нюлес. Да, невозможно его рубить, там какие-то сложности, корантем нюлес или там сакральное место. И лес вот такой классный, да, что его хочется рубить, его можно рубить прям вот рубибельный. Корамон. Корамон или
Кораны, Кать. Корано, Кать. А, корано. То есть за счет частицы Кать мы из конструкции надо порубить, да, мы делаем как бы хороший, пригодный для рубки. В таком смысле. Угу. Умой. Так, надеюсь, что более-менее понятно. Бен. У вас будет домашнее задание тогда только по причастиям, потому что мы ни мультфильм не успели обсудить, ни прошедшее время. Ну, короче, вот. Смотрите, значит, во-первых, надо будет сделать здесь прошедшую форму адями, лыктем адями и лыктем адями. То есть здесь тулыски, жены, бусы. Да, надо сказать, что засеянное весной поле и не засеянное весной поле. То есть А здесь можно с финского перевести задание? Не, я не знаю настолько финский, чтобы вам переводить задание еще. Вот, дальше. Смотрите, здесь надо поставить во временные формы. Тоже прошедшую форму, страдательную форму причастия. Гоштет чебер гоштамын, да, то есть это сейчас в настоящем времени. Вам надо сделать прошедшее и будущее. Ну, по сути, тут надо просто добавить 2 слова в каждом случае, и все. Так, и что тут еще было? Нет, это не было. Так, ну и из учебников тогда, из учебника еще Мармалыща вот это надо вот сделать. Какая Вот. страница? 106. 106, да. Ну, я вам отправлю, все напишу. Так, и это теряется. И лабр-лабр. Вот, тут очень много. Ну, тут надо действительно, надо руку набить. То есть я вам напишу, да. То есть лабр-лабр, Мармалыща, а может быть без Мармалыща пока, потому что в лабр-лабр там очень много. Может быть, мы повторим Мармалыща через задание. Я напишу. И вот эти вставленные из финского учебника. Ярам, таубаджим, арняу сапумичком. Все, спасибо всем большое. Через неделю встретимся. Таубаджим, скидывайте видео. Да, Тёма, ты уезжаешь в итоге? Нет, отпуск? Нет, я в итоге на август перенес отпуск. Конечно. А в августе тоже будет карантин, так что не обольщайся. Да. Думаете, да, еще в августе останется? Да и нет, я в глубине души на самом деле думаю, что все кончится с парадом. Ну, официально кончится с парадом. Вчера Собянин тоже говорил, что скоро закончится. Ну, до конца июня, скорее всего. Кто говорил? Собянин. Собянин, он говорит разные вещи. Он так немножко не в себе. Вот, согласна. Ну, на самом деле нет. Если следить, он обычно что обещает, то говорит, ну, то делает. Да.